В Сыктывкаре снесут еще 2 аварийных дома. Первый дом номер 9 на улице Ярославской в Давпане. Его признали аварийным еще в 2016 году. Второй на Интернациональной 164. Он в списке аварийных с 2015-го. Продолжаются работы на улице Орджоникидзе 50А. На месте опасного и безобразного дома, как его называют горожане, планируют оставить зеленую зону. Тем временем остается неясная судьба заброшенного здания по улице Карла Маркса, где ранее размещалась ГРАНУ. Мэрия столицы предложила собственнику снести развалины, иначе это сделают по суду. Еще темнее история с автовокзалом на Заводской, 13. Разбитые стекла и дырявый асфальт. Повсюду мусор. Жители столицы призывают вернуть автопавильон на прежнее место. И транспортная развязка здесь удобнее, и территория была бы в порядке. Раньше был такой автовокзал хороший, а сейчас что? И ни от дождя не спрятаться, ни от солнца не спрятаться. Мы на дачу ездим отсюда, как-то нам удобнее, чем на окраине города. Здесь поближе. Очень плохо, даже от дождя негде спрятаться. Хоть бы какую-то остановочку настоящую поставили, если уже так вокзал не хотят восстанавливать. Раньше был очень хороший тут автовокзал, было какое-то кафе, даже вот туалеты, кулинария была. И почему-то вот это вот все убрали, хотя автобусы все равно ездят. Мне кажется, надо благоустроить как-то эту территорию. Напомним, автовокзал на Заводской, 13 закрыли в 2017 году, когда отстроили новый в местечке Давпан. Здание в собственности частника. На фасаде из года в год висит объявление об аренде, но арендаторов все нет.